Привет, друзья! Я сегодня снимаю второе видео. Здесь мы будем разбирать второй куплет песни «Карагмай», которую поет Димаш Кудайберген. Я это делаю, хотя никто меня не просил, потому что уж больно мне это занятие понравилось. Ой, что с моим текстом? Она прыгает. Так, в общем, я еще раз повторюсь, что данный перевод мы делаем дословный или пословный или буквальный. И в русской версии, то есть русский перевод, он местами, вы увидите, звучит совсем не по-русски. И это сделано специально для того, чтобы понимать, как строятся предложения в казахском языке, то есть как слова связываются друг с другом, то есть чтобы понимать логику языка. Данное видео будет полезно больше для тех, кто изучает казахский язык, но кто ищет литературный перевод, смысловой, красивый перевод, конечно, здесь его не найдет, потому что здесь больше это видео заточено на то, чтобы улучшить понимание казахского языка или углубиться в изучении. Конечно, я не претендую на роль учителя казахского языка, но тем не менее, я думаю, что будет полезно многим, кто интересуется казахским. В общем, давайте начнем. Со вчерашнего видео вы уже знаете, что «Карагмай» значит «зеница ока моего». Так, еще раз повторим, что... Почему мой текст прыгает? Окей. Карак — это, как мы уже сказали вчера, зеница ока, когда мы добавляем суффикс «ом», оно становится зеница моего ока или зеница ока моего. То есть это суффикс, который добавляет значение принадлежности первому лицу. Ай — это как-то что-то вроде «ах», это возглас такой, «ах», примерно вот так соответствует. Первая строка второго куплета звучит как «Електер усылай жусадыкен». Мы со вчерашнего дня поняли, что «икен» — это, если в утвердительном предложении встречается, то это по смыслу означает «оказывается». То есть, когда человек для себя что-то выясняет, и он говорит «оказывается», и вот тогда он добавляет после Боже мой, я забыла все грамматические категории, которые изучала в школе. В общем, verb на английском, на русском. Сказуемое, да? Сказуемое, да. После сказуемого добавляется «икен», и тогда оно означает «оказывается». В русском языке, конечно, «оказывается» чаще всего «оказывается» в начале предложения. Електер — это лани. Как это получается, что это лани? Это получается так. Елик — это лань. Вот, лань. Можно вот так выделить. Лань. Когда добавляется вот этот суффикс «тер», это уже во множественном числе лани. Усылай значит так. Вот, когда вот так вот. Так. Как так? Усылай. Усылай. И жосу в неопределенной форме, жосу — это скакать. Это слово применяется для того, чтобы обозначивать, как обычно парнокопытные, да, как их называть, в общем, животные, как лошади, как скачут, вот это жосу. О, кто-то к нам пришел, я сделаю паузу. Я снова с вами. Это была доставка. Жолуңнан сені кім тосады екен звучит так. Вторая строка второго куплета, что буквально на русском языке означает «кто ожидает тебя с твоего пути». Вот слово в слово. Как это у нас так получается? Жол.
Это буквально путь. Путь. Жолом, когда жолом добавляем вот этот суффикс, это означает твой путь. Жолом. Твой путь — это жолом. Когда мы добавляем вот этот суффикс жолангнан, это означает с твоего пути. Я кое-что забыла окрасить на русском языке. Вот жол, путь, да, жолом — это получается твой путь, а жолангнан — это уже с твоего пути. То есть одно слово жолангнан означает, в русском языке передается тремя разными словами с твоего пути. Сен это буквально ты, сен. Сен, ты. Сене, то есть ты это, я не знаю, давайте так сделаем, это ты, да, сена. А когда мы добавляем вот этот суффикс сена, это получается тебя. Я так закрашу, конечно, не совсем корректно, но в любом случае для понимания, кто изучает язык, как слово меняется, чтобы понимать, я думаю, будет полезно. Кым. Буквально это слово означает кым. Кым — это кто? Кто тебя ожидает? Кто? Кым? Ожидает. Ожидает. Тосада. Кто-то ожидает. То есть тосу — это вот неопределенная форма тосу — ожидать. А тосада — это относится к третьему лицу. Ожидает. Кто ожидает? И мы раньше говорили про слово екен. Я упоминала вот здесь, в первой строке, что когда мы встречаем екен в обычном предложении, в повествовательном предложении, оно означает «оказывается». В вопросительном, в принципе, можно не обращать на него внимания. Конечно, можно найти для него место, кто окажется тем, кто тебя ожидает с твоего пути, можно сказать. Но, в принципе, можно и не обращать на это слово внимания, когда мы встречаем его в вопросительном предложении, потому что оно не сильно меняет ни слово, ни оттенок этого предложения. Жолангнан сенекам тусада и жолангнан сенекам тусада кен, буквально это, вообще почти разницы нет никакой. Давайте перейдем на третью строку. Булгу куңыл неліктен босады екен. Почему это настроение приуныло? Буквально это означает. В общем, где здесь бул? Бул — это бул. Здесь это в русской версии это будет куңыл, настроение. Куңыл. Неліктен. Почему? Босады екен. То есть опять мы не будем здесь на екен обращать внимание в вопросительном предложении для того, чтобы упростить в целом процесс обучения языку. Конечно, можно объяснить это все, но я думаю, для человека, который только приступил к изучению казахского языка, можно и не заморачиваться вот такими вещами пока что. Босады, то есть бусау — это значит освободиться, буквально, бусау. Куңыл — это вот настроение, да, освободиться — это имеется в виду буквально настроение освободилось, но не освобождение такое в позитивном плане. Почему это настроение как бы стало таким ватным, что ли, я не знаю, если вот абстрактно подумать.
Примерно так означает. А, конечно, в русской версии это больше подходит слово приуныть. Приуныть. Почему это настроение приуныло? Почему? Почему? Нет, я думаю, этот цвет не подходит. Давайте выберем другой цвет. Бусада приуныла. Друзья, я очень прошу вас, если вам интересен такой формат изучения языка и что-то вам не нравится, допустим, то есть что-то вам некомфортно, что-то не нравится, не знаю, в красках или еще в чем-нибудь, то, пожалуйста, делитесь своим мнением. Мне это очень интересно. В общем, 4-я строка. Бул тахдар сені кімге қосады екен. Кому тебя эта судьба соединит? Ну, мы знаем, да, что, скорее всего, в русском языке это звучало бы примерно «с кем тебя соединит эта судьба». Ну, самый как бы прямой перевод примерно так звучал бы. Но я оставила именно логику словообразования в казахском языке или образование предложений в казахском языке для того, чтобы, опять, для того, чтобы было легче изучать язык, для того, чтобы понимать логику языка. Бул тагдыр это буквально означает это судьба. Бул это тагдыр, судьба, тагдыр. Сені, ты, сен, ты это сен, ты это сен. А когда добавляется суффикс оно элегантно превращается в тебя. Сені кімге. Кім. Мы уже разбирали, кто. Где-то уже было, да, кто. Давайте выберем вот этот цвет. Кім. Кто? Это кім. Кто? А когда добавляется суффикс ге, кімге, оно превращается к кому, к кому. Қосады. Қосу — это соединять, добавлять. А қосады — это значит в третьем лице, когда действие выполняется третьим лицом. Мы говорим, қосу превращается в қосады. В общем, сені кімге қосады екен. Кому тебя эта судьба соединит? Вот примерно это слова, которые во втором куплете звучат песни Рагмай. Очень надеюсь, что кому-то такой формат изучения языка будет очень полезен. Почему я очень сильно надеюсь? Потому что мне самой стало очень интересно разбирать таким образом слова. Не знаю почему. Очень интересно. В общем, пишите, друзья. Буду рада в следующем видео разобрать 3-й куплет. Хорошего дня, хорошего времени. Пока.